Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел рабочее совещание с хакимами вилаятов и вице-премьером по АПК. Год культуры КНР в Туркменистане завершился праздничным концертом. Курбангулы Бердымухамедов поздравил героя Туркменистана Кононенко с мировым рекордом по суммарному пребыванию в космосе и другие новости. В ходе рабочего совещания по цифровой системе президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру по АПК Атахалыеву держать в центре внимания подготовку к весенней посевной. В эти дни в регионах Туркменистана в соответствии с нормами агротехники осуществляется уход за пшеницей. В рамках подготовки к посевной хлопчатника проводится вспашка и планировка площадей, проверка готовности сельскохозяйственной техники и агрегатов, а также своевременное снабжение земледельцев высококачественным семенным материалом. Национальный лидер туркменского народа Курбангулы Бердымухамедов поздравил летчика-космонавта, героя Туркменистана Олега Кононенко с установлением мирового рекорда по суммарному пребыванию на космической орбите Земли. Мы в Туркменистане гордимся тем, что наш соотечественник, родившийся и выросший на древней туркменской земле, стал выдающимся покорителем космоса, вышел на невиданные до настоящего времени рубежи своей благородной профессии. Быть первым всегда почетно и одновременно непросто, поскольку лидерство – это в первую очередь высокая ответственность перед обществом, страной, а в вашем случае и перед миром в целом, говорится в поздравительном послании. В Ашхабаде состоялась торжественная церемония закрытия Года культуры Китайской Народной Республики в Туркменистане. Мероприятие состоялось во дворце Мукамов Государственного культурного центра. Концерт включал выступления артистов театра, оперы и танцевальной драмы города Ханчжоу, арт-группа 12 Сянтай, а также яркие песенные, танцевальные и акробатические композиции. На брифинге для прессы в Ашхабаде посол Узбекистана в Туркменистане Акмолжон Кучкаров отметил значительный рост товарооборота между двумя странами. По его словам, за последние годы он увеличился более чем в 5 раз и в 2023 году достиг 1 миллиарда 94 миллионов долларов. Гуманитарный груз из Туркменистана в виде 2000 тонн сжиженного природного газа прибыл в Бишкек. 58 вагонов сжиженного природного газа, прибывших по железной дороге, были встречены представителями профильных государственных органов. Заместитель министра энергетики Киргизстана Атабек Абылгазиев выразил благодарность руководству Туркменистана за направленную гуманитарную помощь. Один из крупнейших в России интернет-магазинов Wildberries изучает возможность выхода на рынок Туркменистана. Мы понимаем, что для того, чтобы продолжать сохранять рост, нам нужно расширять географию присутствия. Мы смотрим в первую очередь на все страны, с которыми мы граничим. Сейчас присматриваемся к странам СНГ, например, Туркменистану и Таджикистану, рассказала основательница компании Татьяна Бакальчук. Wildberries был основан в 2004 году и в настоящий момент работает в России, Казахстане, Беларуси, Киргизстане, Армении и Узбекистане. В Эскишехире на западе Турции была приготовлена самая большая в мире яичница с колбасой. Для создания яичницы-гиганта потребовалось 3000 яиц и почти полтонны колбасы. Повара также столкнулись с непростой задачей найти сковороду площадью 25 квадратных метров. Это грандиозное блюдо, впечатляющее своими размерами, официально зарегистрировано в книге рекордов Гиннесса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр, ранее занимавший пост первого заместителя. Члены Кабмина будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Туркменский полузащитник футбольного клуба «Кич» Руслан Мингазов выложил совместное фото с чемпионом мира по футболу, аргентинцем Лионелем Месси, после товарищеского матча в Гонконге. После окончания игры Руслан Мингазов пообщался с легендарным аргентинцем и сделал с ним памятное фото. Сказал ему, что я из Туркменистана, у нас в стране очень много болельщиков, которые его любят и поддерживают. Пожелал ему удачи и успехов в дальнейшем, поделился Мингазов. Напомним, что встреча состоялась 4 февраля в Гонконге. Месси просидел весь матч на скамейке запасных и не вышел на поле. Мингазов же вышел в стартовом составе и отыграл 45 минут, после чего был заменен. Киргизский футбольный клуб Абдышата объявил о подписании контракта с туркменским нападающим Сулейманом Мухадовым. Перед переходом в Абдышату Мухадов играл за бишкекский Дордой, с которым стал бронзовым призером киргизской премьер-лиги. 23-летний защитник сборной Туркменистана Вепа Джумаев стал
игроком белорусского «Витебска». В прошлом сезоне защитник выступал за «Энергетик БГУ» из Минска. Випа принял участие во всех матчах чемпионата, отметился 2 голами и 1 голевой передачей. Российский боец ММА Артем Атакулов станет соперником туркменского спортсмена Абдулы Бабаева на турнире Fight Nights Global. Бой пройдет 23 февраля в Москве. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале «Удар». Начало в 21:00 по ашхабадскому времени. Абдулла Бабаев является мастером спорта международного класса по боевому самбо, 3-кратным обладателем Кубка мира, чемпионом Азии и мира по панкратиону. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.